Прошло заседание Сухумского горсобрания, на котором шла речь о внесении изменений в бюджет этого года и работе за прошлый год отдела муниципального имущества и приватизации. Подробнее об этом поговорим с главой горсобрания Дмитрием Оси. По поводу изменений в бюджет, которые были внесены в 2023 году, этому было посвящено заседание городского собрания. Расскажите подробнее, о чем шла речь. Здравствуйте, Нала. У нас бюджет в декабре месяце 2022 года, бюджет 2023 года был сформирован на уровне 1 миллиард 534 миллиона 206 тысяч рублей. Так получилось, что наши налоговые органы достаточно неплохо поработали и получился профицит, который непосредственно нужно было закладывать в бюджет и распределить его по тем направлениям, которые считаются более приоритетными. В профицит у нас вышел 229 миллионов 114 тысяч. Откуда эти средства взялись? 27 миллионов рублей – это был межбюджетный трансфер с республиканского бюджета. Депутаты от города Сухум при формировании республиканского бюджета внесли его в местный бюджет как дотацию. 18 миллионов 723 тысячи – это резервный фонд президента и премьер-министра. Эти средства, они имеют целевой характер. Из них 18, забегая вперед, 18 миллионов 279 тысяч – это средства, которые ушли на ликвидацию последствий стихийных, которые были у нас прошлым летом. И еще 443 тысячи – это с фонда резервного премьер-министра, это помощь нашему АТП, автобусному парку. Там премьер-министр помог покрыть дефицит на запчасти и покрышки для автобусов. И 183 миллиона 391 тысяча рублей – это те средства, которые на период до 1 января остались у нас на счете. То есть это переходящий остаток бюджета. То есть профицит фактически был создан не в 2023 году, за это время, а это профицитные средства, которые поступили на счет после принятия бюджета. То есть мы принимаем бюджет в начале декабря, а эти профицитные на очередной финансовый год. А эти средства в размере 180 миллионов, они поступили в бюджет после. Соответственно, и образовался этот переходящий остаток, который мы вчера ввели в доходную часть бюджетную и, соответственно, распределили ее в расходной. В расходной части эти 229 миллионов, которые я озвучил, было принято решением беспрецедентную сумму утвердить на строительство. Это 187 миллионов и плюс 95 миллионов те, которые мы закладывали изначально. У нас получается 282 миллиона рублей, которые будут потрачены на строительство. Дмитрий, а можно конкретизировать, какое строительство будет? Я сейчас расскажу. Мы составили достаточно обширный перечень, над которым работали фактически все депутаты, администрация города, естественно. Перечень включает в себя 92 объекта на сумму 307 миллионов рублей. Разница в той расходной части, которую мы даем, и сумму реестра планируется покрыть из фонда празднования 30-летия Победы
который возглавляет, у нас был Бадра Зурабович Гумба, вице-президент. Нам поступил протокол с заседания, в котором принято положительное решение перенаправить часть средств к празднованию 30-летия Победы в местный бюджет наш города Сухум. На какие средства это в основном будут тратиться? Это улица 30 сентября, которую планируется привести в порядок к 30-летию Победы. Она находится на новом районе, и для наших жителей Сухума достаточно важная улица, она, можно сказать, одна из центральных в новом районе, обширная и достаточно в плачевном состоянии находится. Мы эту улицу заложили в бюджет. Также из улиц, это часть улицы Владислава Георгиевича Арценба, это вот от республиканского стадиона и до конца в сторону маяка. Там тоже достаточно большие проблемы испытывает асфальтное покрытие, и фактически невозможно даже проезжать. И это две улицы, которые планируется привести в порядок к 30-летию Победы, и часть на них мы как раз надеемся получить фонда к 30-летию Победы. Крупные также у нас крупные объекты, которые планируется сделать из перечня в 92 объекта, которые являются, на мой взгляд, беспрецедентными. То есть даже 100 миллионов никогда не было в бюджете, направленные на строительство, а мы тут 282 миллиона закладываем. И это в первую очередь всеми любимая Сухумская гора Фуникулер. На ее ремонт будет потрачено порядка 15 миллионов рублей. Ну, уже, по-моему, там ведутся работы, начаты. Да, там уже начаты работы. Из тех средств, которые мы закладывали как раз в декабре месяце. И будут более обширно сделаны, еще часть средств мы сейчас закладываем. Будет произведен уже ремонт верхней смотровой площадки. Также будут производиться ремонты колоннады, ремонт фонтана и его ограждений и восстановление освещения дороги. А почему вы считаете вот эти объекты, которые вы уже успели перечислить, они какое значение имеют? С туристической точки зрения, с точки зрения там, для удобства жителей, вот как вы оцениваете важность этих объектов? Почему эти деньги именно туда вы тоже поддерживаете, что нужно направить эти деньги именно туда? Да, я как говорил ранее, всего мы направили средства по 92 объектам. Те, которые я пока перечислил, всего 3 объекта, это улица 30 сентября и улица Владислава Арценба. И их ремонтируют в первую очередь к 30-летию Победы. Они носят определенные... Символическое в том числе значение, символические, да, значения. Их, на мой взгляд, кроме символических значений, они действительно очень важны для города, для транспортной системы, для людей, которые там проживают. И было принято решение в первую очередь направить средства на восстановление этих улиц. Мы понимаем, что очень много улиц нуждаются в ремонте в городе Сухум. Часть улиц имеют республиканское значение, потому мы на них не можем городские средства тратить, закладывать. Да, закладывать. Часть улиц это улица Когонья и улица Басария заложены в инвестпрограмму полностью, потому мы ждем ее и воплощения инвестпрограммы, чтобы их отремонтировали полностью. Вот. Сухумская гора Фуникулер, я думаю, даже не требует комментариев. Это всеми любимая наша Сухумская гора. Очень много жителей, не только туристов, но и жителей Сухума часто любят туда подниматься. Очень распространены пешие прогулки там. И мы надеемся, что
после ее ремонта еще больше увеличится поток самих жителей Сухума, ну и гостей столицы. Также хотел обратить внимание на некоторые дворы, которые заложены. Это в первую очередь ремонт дворовой территории так называемого Абхазского двора. На мой взгляд, это двор, который имеет историческое значение. Даже в сложные времена для нашей республики там жили люди, которые всеми своими силами ввели нас к независимости, к Чьи имена связаны с национально-освободительным движением. Да. Действительно, это так, но это единственный двор, который будут ремонтировать? Нет, у нас дворов очень много, которые заложены. И многие жители Сухума видели, как перевели в порядок дом по улице генерала Аршпа, 47, произведено бетонирование полностью, достаточно на высоком уровне, все жители радуются. Также я сейчас все улицы, наверное, дворовые территории перечислять, но их очень много, порядка 20 дворов будет заложено и сделано. Это здорово, но интересно узнать, по какому принципу выбирают, потому что дворов, домов много в Сухуме, и как из этого количества выбрать тех, кто больше нуждается в этом ремонте? Как происходило это на деле? Да, это достаточно сложная процедура. Есть огромное количество заявлений от жителей тех или иных дворов. Они поступают в Сухумское городское собрание, в администрацию города. Дальше и администрация города с депутатами Сухумского городского собрания, конечно, старались, это долгая работа была по реестру. Какие-то работы мы были вынуждены отложить, какие-то, которые являются, на наш взгляд, более важные, где проживают большее количество людей. Мы стараемся такие дворы в первую очередь закладывать. Потому что многие вещи, которые беспокоят наших жителей, и много лет они не делались. Я хочу обратить внимание, например, кроме дворовых территорий, что заложена площадка по улице Дзидзария рядом с заправкой Азид. Достаточно большой поток, можно сказать, даже огромный для нашей столицы, автомобильный, проходит через эту площадку, и вот все автомобилисты, наверное, знают, что приходится по покрытию, который совершенно непригоден для проезда. Даже многие низкие машины, знаю, отказываются ездить часто, и приходится ездить вокруг через улицу Джонво, когда они с вокзала направляются, допустим, в сторону рынка. Да, действительно, это достаточно тоже важно. Объем большой и работы. Успевают ли все это в срок сделать? Какая у вас на этот счет информация? До Дня Победы или до сезона какие объекты будут сданы? Да, знаете, у нас сроки это 2023 год. До конца 2023 года мы утверждаем, то есть каждый должен заниматься своим делом, тогда эффективность работы, она повышается. Конечно же, мы следим, конечно же, мы смотрим, с какой скоростью делаются те или иные объекты, но самое главное для Сухумского городского собрания, что все объекты, которые были заложены в местный бюджет, чтобы они все были сделаны до конца 2023 года. Есть часть улиц, которые, возможно, будут переходящие на 2024 год ввиду большого объема, который необходимо будет провести. Мы это тоже понимаем. А так каждый депутат у себя на округе будет следить и стараться, чтобы все работы были сданы в срок. С этим понятно, Дмитрий. А вот на заседании также речь шла и о работе за 2022 год отдела муниципального имущества и приватизации. Вы могли бы рассказать конкретно, о чем шла речь? Да, хочу в первую очередь сказать, что такого рода
отчеты ранее не производились. Потому это был первый отчет партии Адамура Ардашиловича перед Сухумским городским собранием. Не всей полнотой отчета остались довольны, конечно, депутаты. Это было озвучено, что впредь, конечно, нужно более детальные отчеты в письменном виде представлять. Но Адамур Ардашилович ответил фактически на все интересующие вопросы депутатов. Поднимались вопросы задолженности за аренду муниципального имущества. Адамур Ардашилович сказал, что производится реестр всех муниципальных квартир. 2 года не производился выкуп ввиду того, что в законодательстве были свои пробелы. Эти пробелы устранены. Сейчас начался снова выкуп муниципальных квартир в собственность. В принципе, мы это дело поддерживаем. Ничего плохого в этом нету. Но реестр такой нам пока не представили, но Адамур Ардашилович обещал, что в ближайшее время нам тоже представят такой отчет. Также хотелось бы знать цифры по задолженности, более детальные. Они порядка 13 миллионов рублей, которые арендаторы задолжали в бюджет, местный бюджет города Сухум, но это 13 миллионов, это не за год, не за 2, не за 3, это достаточно старые, переходящие задолженности. А сейчас проблем с долгами нет за последние годы, то есть эта работа налажена и вовремя платят, как я понимаю, если это старые долги совсем? Нет, я имею в виду 13 миллионов, основные долги, конечно, старые. К сожалению, задолженности сегодня они тоже имеются, присутствуют, но они уже не носят такого массового характера. Более детально Адамур Ардашилович в ближайшее время предоставит. В общем, работа партии Адамура Ардашиловича была признана удовлетворительными, с оговорками определенными. Но депутаты проголосовали за принятие отчета. Дмитрий, а муниципальное имущество, как оно представлено? Эти арендные платежи за счет чего? Что входит в эту собственность муниципальную, которая потом в аренду сдается? Нет, есть определенный перечень муниципального имущества. У нас в 2002 году, если я не ошибаюсь, был закон о разграничении между республиканской и муниципальным собственностью. И все объекты, которые находились на территории Республики Абхазия, государственные, они перешли либо в республиканское, либо в муниципальную собственность. Те объекты, которые поступили в муниципальную собственность города Сухум, они в дальнейшем либо эксплуатируются самим государством, либо они приватизируются определенными лицами на конкурсной основе, либо они остаются в муниципальной собственности города Сухум и сдаются в аренду. Таких объектов, которые остались в муниципальной собственности, но сданы в аренду лицам, за это по арендному договору взимается плата в качестве оплаты за аренду. Эти средства должны идти в муниципальный бюджет города Сухум. И в завершении нашего разговора возвращаюсь к бюджету Сухума. В одном из интервью нам, Радио Спутник, вы говорили, что в 2023 году в бюджет по планам должно поступить. Мы обсуждали, в общем, будущий бюджет тогда еще в декабре, 1,5 миллиарда рублей. Сейчас прогнозы оправдываются. На этом этапе, в середине года, вы можете сказать, что оправдываются те прогнозы, которые делали в декабре? И власти городские, и вы в том числе, мы эти данные с вами обсуждали?
Да, на самом деле здесь у нас очень достаточно хорошие новости. У нас бюджет сегодня мы, внеся изменения, уже его утвердили в расходной части на уровне 1 миллиард 763 миллиона 320 тысяч. То есть это уже больше, чем вы ожидали. 7 миллиардов. Да, как раз на 230 миллионов уже больше. Первый квартал 2023 года нам сообщают информацию, что идет с профицитом плюс 15 миллионов. Мы надеемся, что достаточно положительные цифры у нас и в месяцу апреле. Там тоже идет профицит, он достаточно существенный. Мы надеемся, что после 9 месяцев, где-то в конце сентября, начало октября, мы снова выйдем с предложением увеличить доходную и расходную часть бюджета, и, возможно, она еще больше станет и повысится, и дойдет до порядка 1,8-1,9 миллиардов. Дмитрий, в чем причина? Это вот бюджет, который составлялся в 2022 году на 2023, он такой был пессимистичный, или же какие-то показатели экономики способствуют этому в 2023 году, вот таким показателям, параметрам бюджета 2023 года? Да, это, наверное, больше вопрос не к нам, а к финансовым органам нашей страны. Насколько я понимаю, что бюджет не может быть пессимистичным, потому что он повышается с достаточно большой скоростью. Буквально несколько лет назад у нас бюджет был 1 миллиард. Сегодня мы уже говорим о цифрах 1,7 миллиардов и говорим, что надеемся к концу года достичь показателей 1,9 миллиардов. Это достаточно серьезное в процентном соотношении скорость роста бюджета. Потому я думаю, что это в первую очередь хорошая работа налоговых органов и в целом администрирование. Наверное, да, администрирование, и какие-то очень неплохие внешние факторы в плане туристического сезона, что он достаточно у нас неплохой выдался в прошлом году, и надеемся, что хороший сезон будет также в этом году. И последнее, если совсем коротко отвечать на этот вопрос, вот этот профицит, который создается в 2023 году, планируете ли вы за счет него повышать заработную плату, какие-то социальные выплаты, как вот в прошлом году на 50%, в 2023 повысили пособие? Будут ли они, может быть, еще повышены? Да, на самом деле пособие в прошлом году нам удалось заложить на уровне повышения 50%, но мы осознаем прекрасно, что даже эти цифры, они достаточно маленькие. Если сравнивать до норм развитых стран, нам еще очень далеко. Потому я большой сторонник поднимать ежегодно настолько, насколько можем. Пускай это будет не 50%, а 10-20%, но ежегодная индексация и поднятие пособий, это является первоочередной задачей. Пока, я думаю, такие прогнозы давать преждевременно, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы и в этом году повысить данные пособия. Спасибо вам. С главой Сухумского горсобрания Дмитрием Мося говорили о бюджете 2023 года и работе за прошлый год отдела муниципального имущества и приватизации. Главный четверг. Главы городов и районов